Здравствуйте, уважаемые студенты! Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодняшняя наша лекция на проблемную тему «Состояние и перспективы землепользования и землевладения в Абхазии». Вопросы землепользования и землевладения являются насущными для любой страны, для любой семьи, для любого человека. И для Абхазии эти вопросы очень острые, очень проблемные, требуют серьезного, тщательного подхода для своего решения. И сегодняшняя лекция посвящена попытке дать некоторые ответы на то, каким путем следует развивать землепользование и землевладение в Абхазии, и как можно избежать те или иные ошибки, решая вопросы землепользования и землевладения. Говоря о возможностях, путях решения вопросов землепользования и землевладения, мы не можем не обратиться к российскому опыту и к российским данным по этому вопросу. Здесь на слайде представлена по состоянию на 1 января 2023 года структура земельного фонда Российской Федерации и структура площади земельного фонда России по формам собственности. Это как пример для сравнения мы берем, а следующие части нашей лекции в большей степени будут посвящены именно состоянию землевладения Абхазии, но не учитывать российский опыт мы не можем, мы это должны. И есть серьезные наработки в Российской Федерации по этому вопросу. И прорабатывая, какими путями надо и нужно идти для решения, оптимального решения вопросов землепользования и землевладения, изучаем российский опыт, берем их на вооружение. На слайде представлена современная на сегодняшний день структура земельного фонда по категориям земель и земельных участков по формам собственности в России. Здесь на этих картинках, на этих данных мы видим, что в Российской Федерации при зонировании земель, то есть разделении земель по разным их видам, по категориям, как они называются в землеустройстве, в кадастре, наибольшие площади занимают земли лесного фонда, это порядка 66%. Следом идут земли сельскохозяйственного назначения, остальные категории земель занимают единицы и доли процентов. Если мы говорим о формах собственности, то более 90% земельного фонда России – это государственная собственность, но в то же время в собственности граждан и в собственности юридических лиц в Российской Федерации имеются порядка 8% земель. Сравнивая земельный фонд Абхазии и России, можно выделить вот такие особенности Абхазии по сравнению с российским государством, с Россией в данном вопросе. Мы знаем, что и Россия большая, и маленькая Абхазия, мы выходцы все из одной страны, Советского Союза. И, конечно, зонирование земель, то, что было в Советском Союзе, распределение земель, оно наложило определенный отпечаток на состояние землепользования и землевладения, современное состояние в Абхазии и в Российской Федерации. Здесь на слайде представлены зонирования в Абхазии. Если сравнить с предыдущим рисунком, с предыдущей таблицей, мы видим, что распределяя все земли по категориям, это деление земель по основному целевому назначению. Так принято в теории, так принято в практике, землеустройства и кадастра как России, так и Абхазии, что в Республике Абхазия категории земель 8, в Российской Федерации 7. Несмотря на то, что законы шли, так сказать, как в России, так и в Абхазии, создавались или формировались на основе использования предыдущих нормативов, имевшихся в Советском Союзе. Категории земель в Абхазии на одну больше, это из-за наличия прибрежных земель. Разумеется, прибрежные земли есть и в Российской Федерации, но поскольку в Абхазии при небольшой площади, всего лишь 866,7 тысяч гектаров, прибрежные земли занимают большую площадь, большую протяженность, и земельный кодекс Абхазии, когда создавался, были выделены эти земли отдельной категории, что мы видим на этом слайде. Вообще деление земель на категории имеет определенную условность в силу того, что мы вот в быту
как-то не выделяем, и нам особо не надо знать, какая категория земель. Да? И даже невооруженным взглядом, как я обычно говорю студентам, посмотрев, сказать, что вот эти земли сельскохозяйственного назначения, а вот те земли промышленности, не всегда это возможно, потому что это бывает завуалировано. Под документом это земли сельскохозяйственного назначения, но там может быть не сельскохозяйственное угодье, там может быть здание, строение, сооружение. И напротив, земельный участок может находиться в населенных пунктах, это категория земель населенных пунктов, но там сельскохозяйственное угодье, пашня, что-то возделывается, выращивается. Поэтому надо конкретно смотреть, какие виды угодий. А угодий уже, в отличие от категории земель, гораздо больше. Это десятки видов угодий. Но если мы делим земли на угодья, то есть на отдельные участки, которые имеют свои особенности в генезисе, в происхождении, свои особенности в хозяйственном использовании, то здесь все виды угодий, что есть в стране, будь то Абхазия, Россия, неважно, можно разделить на две большие группы – сельскохозяйственные и несельскохозяйственные. Почему мы делаем упор на сельскохозяйственные угодья? Потому что это те продуктивные земли, которые дают сельскохозяйственную продукцию, которые являются основой жизни и экономики любого государства. На этом слайде мы решили так вот выделить, акцентировать внимание на отдельной статье Земельного кодекса Республики Абхазия, статья 3 «Земля достояния республики», которая гласит, что в границах республики находится в исключительной собственности Республики Абхазия. Для чего надо на этом делать акцент? Для того, чтобы знать, что есть большие различия в формах собственности России на землю, формах собственности на землю России и Абхазии. Различие в том, что в Российской Федерации, начиная с 90-х годов в результате земельной реформы, были реанимированы, узаконены, восстановлены разные формы собственности, в том числе и частная собственность на землю. Здесь на этом слайде в виде таблицы представлена структура земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации по угодьям. В следующей таблице то же самое мы будем разбирать такую же структуру по Республике Абхазия. На чем хочется ваше внимание остановить? На том, что если, несмотря на то, что мы говорим земли сельскохозяйственные, сельскохозяйственного назначения, это не означает, что это все сельхозугодие. Первая группа под цифрами 1.1, 1.2, 1.3 под индексами выделены сельскохозяйственные угодья, и вторая группа не сельскохозяйственная, находящаяся в этой категории. И что здесь любопытно, если в процентном отношении посмотреть, в целом по Российской Федерации 52% земель сельхозназначения – это непосредственно сельскохозяйственные угодья, как я называю, родные свои угодья, родные для данной категории, а вот 48% это различные другие земли. То есть они как бы в этой категории по правовому режиму, но там находятся лесные площади, земли под дорогами, застройки, под водой, другие земли, они занимают большие обширные площади. В этой таблице представлены данные, разбивка по категориям земель в Республике Абхазия, попытка разбивки, я скажу почему попытка, и данные по субъектам Российской Федерации, близкие территориально, ментально к Абхазии, это Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Здесь мы видим, что вот в первый столбец почти половина земель Абхазии – это земли сельскохозяйственного назначения. Из 866 тысяч гектаров, здесь в 1000 гектаров данные, почти половина, чуть меньше половины. Такая же картина в Адыгее, это же примерно такая же в Кабардино-Балкарии, такая же в Карачаево-Черкесии. Схожесть вот этой структуры или доли сельскохозяйственных земель от общего количества в названных территориальных образованиях, то есть в 3 субъектах федерации и в Республики Абхазия, диктуется в первую очередь не погодными, а погодно-климатическими и в конечном итоге природными условиями, которые дают возможность использовать большую часть территории, до половины, иногда и больше половины, под сельскохозяйственные угодья. Теперь вот первая строчка нет данных, почему прописано. При всем том, что уровень развития кадастра и землеустройства в Абхазии имеет определенные наработки, в то же время есть серьезные проблемы в распределении
распределении в кадастровом учете. То есть официальных данных по землям категории по Абхазии нет, как это делается в Российской Федерации. И если итоговая информация по России, которая дается в национальном докладе, и мы можем ежегодно эти данные новые смотреть, для себя изучать и так далее, там распределение земель по категориям, форму собственного вида угодий. По Республике Абхазия, к сожалению, уровень обеспеченности этими статистическими кадастровыми данными довольно низок. В этой таблице представлено распределение сельскохозяйственных, несельскохозяйственных угодий в сельхозземлях по районам Абхазии. Если просмотреть в разрезе изучения структуры сельскохозяйственных земель, мы сделали такой разброс, представили в конце тип распределения угодий, первый и второй. Под первым типом мы обозначили те районы в Абхазии, где сельскохозяйственные угодья больше, чем не сельскохозяйственные в этих землях. И второй тип, где наоборот, не сельскохозяйственные угодья у сельхозпроизводителей, то есть разные земли, занятые лесами, кустарниками, неудобьями и так далее, они больше, чем непосредственно сельскохозяйственные земли. Но несмотря на то, что в 4 районах тип 2 менее предпочтительны, вот в нашем данном разрезе, по общему количеству земель, если всю территорию Абхазии взять, то тип 1 преобладает над типом 2. То есть по общему количеству земель в сельскохозяйственных землях продуктивные сельскохозяйственные угодья, пашни, сенокосы, многодетельное насаждение, пастбища, они преобладают над непродуктивными, и это положительный фактор. Следующую таблицу мы перейдем сейчас к следующей более подробной таблице в цифрах, где изображено. Здесь по видам угодий представлены данные. На чем хотелось бы сакцентировать? Уже не останавливаясь на различиях по районам, итоговую, если посмотреть таблицу по видам угодий, мы видим, что количество пашни 11 тысяч с небольшим гектаров, это у сельхозпроизводителей в Абхазии, это очень небольшая суммарная площадь. Многолетние насаждения порядка 20 тысяч гектаров. Пастбищные земли, конечно, больше 122 тысяч гектаров, это и понятно. Горные условия, сложный рельеф, и пастбищные угодья занимают большую площадь по сравнению с высокопродуктивными пахотными землями и землями, занятыми под садами. Но вот смотрите, колонка 4 залежи из видов угодий, 30 445 гектаров занято залежными землями. Это непростительная роскошь для Абхазии, чтобы площади, превосходящие в 2 раза пашни, превосходящие больше, в 1,5 раза площади, занятые многодетными насаждениями, были непродуктивными угодьями. И это не такие сложные, как земли, занятые лесами и кустарниками, нет. Это то, что при наличии определенных финансовых возможностей, определенных усилий можно трансформировать или в пашню, или в многолетнее насаждение. И мы в своих рекомендациях именно по участкам, по районам, по участкам, по отдельным массивам, у нас составлены на кафедре агрономии рекомендации, в каких местах предпочтительнее, чтобы вот эти залежные земли были трансформированы в пашню, а в каких случаях многолетнее насаждение. Но справедливости ради надо сказать, что система земледелия Абхазии, старые системы земледелия предусматривали наличие залежных земель, чтобы какая-то часть земли отдыхала до следующего урожая, чтобы она набирала сил, накапливала элементы питания, вот почва на этих землях, и через год была готова. Но, во-первых, этих земель не должно быть в 2 раза больше, чем пахотных земель. Это первая проблема. Ну и второе, современный уровень развития земледелия, уровень развития агрохимии, уровень развития растениеводства обеспечивает использование земель без наличия залежных земель в таком количестве. К примеру, в северокавказских республиках очень небольшие площади в Осетии, совершенно нет таких площадей в Кабардино-Балкарии, залежных земель. Все земли сельскохозяйственные, они задействованы под продуктивными видами угодий. Здесь представлены уровни обладания землей. Опять же, эта таблица универсальна для всех стран, Россия, Абхазия, неважно. Наиболее высокий уровень обладания землей, которая и иными видами недвижимости, не только землей, которая предполагает или разрешает, дает возможность распоряжаться данным
объектом как имуществом, покупать, продавать и так далее, собственность. Следующий уровень землевладения и третий уровень, более низкий, землепользования. Но собственность означает то, что ей можно распоряжаться. Да, землей можно в Абхазии распоряжаться как собственностью, но распоряжаться может только государство. Почему? Потому что часто не предусмотрено. И в то же время, открывая любой рекламный источник в Абхазии, тоже самый распространенный Абхазавто, мы видим, какое количество объявлений, где написано «земля в таком-то месте, столько-то гектаров, соток, подается, покупается». Хотя в земельном кодексе написано, что купля-продажа земли запрещена. То есть здесь получается такой юридический парадокс. Да? Но никакой запрет не осилит, не пересилит и не может остановить земельный рынок, который юридически отсутствует в Абхазии, но фактически он есть. Ну и при купле-продаже земли поступают простым способом. Но для нового владельца переход права собственности через районную администрацию, не собственности, а землевладения, через районную администрацию обновляется, и документ переуступка прав с одного владельца на другое. Когда продажа возможна, когда на этом земельном участке находится какое-либо строение. Неважно, ветхое, разрушенное, полуразрушенное, новое. Если любое строение есть, купля-продажа юридически уже разрешена. Землевладение, землевладение – это то, что в Абхазии пожизненно наследуемое владение, это форма обладания землей, и землепользование – это форма обладания землей без права и передачи по наследству, без права продажи. Наиболее распространенная форма землепользования могут быть разные, в их числе аренда – это за плату, и землепользование бесплатное. Землепользование бывает срочное на определенный срок, краткосрочное, долгосрочное, и землепользование бессрочное. Ну, долгосрочная аренда, наибольший долгий срок, это вот 49 лет, это опыты Российской Федерации, это опыты Абхазии, передача земли в аренду на 49 лет, такие примеры есть и широко обсуждаемые в нашей стране, и меньше обсуждаемые, таких примеров много. Данные вот в цифровой форме, в текстовой и в числовой форме представлены о количестве земель, которые находятся в государственной и муниципальной собственности в Российской Федерации, и чтобы увязать это с ситуацией в Абхазии. Здесь тоже очень интересный момент, несмотря на то, что 92% земель в России это собственность государственная, но если взять непосредственно сельскохозяйственные земли, здесь уже намного меньше показатель. То есть, да, преимущественно государственная собственность, сельскохозяйственных земель тоже, но уже не 92, а гораздо меньшее количество. А если взять непосредственно сельскохозяйственные угодья, эти данные нигде не публикуются, то, что я сейчас скажу, даже в отчетах Российской Федерации. Так вот, по сельскохозяйственным производственным угодьям более 60% находится в частной собственности в России. Это случилось потому, что было перераспределение земель в виде земельных долей после реформирования колхозов и совхозов в конце 90-х, начало 2000-х годов. И эта земельная собственность перешла вчерашним жителям тех или иных сел в частную собственность, чаще всего без выдела этих земельных долей. Они находятся в общем пользовании у ныне действующего какого-либо предприятия, но дивиденды, плата за эту землю, то есть она передается, эта плата достается тому владельцу, то есть жителю села, который получил этот земельный участок, независимо от того, земельную долю, что эта доля не выделена в натуре. Такая ситуация по всей России, за исключением 5 северокавказских республик, как это ни парадоксально, в тех регионах, где земля наиболее ценная, это Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Алания, Дагестан, Чечня, Ингушетия. В названных регионах эта реформа не была проведена, есть мораторий на передачу сельскохозяйственных земель на 49 лет, и вот в названных 5 регионах, в отличие от всех остальных 80 регионов Российской Федерации, нет узаконенной частной собственности земель сельскохозяйственного значения. То есть в этих регионах ситуация такая же, как и в Абхазии. Сельскохозяйственная земля в них используется в виде землевладения, передачи земли по наследованию. Но есть отдельные исключения, когда строится ферма, какое-то вот здание, сооружение, хранилище, и земля, которая находится под этим зданием, и в этих регионах тоже продается в частную собственность. Я хотел бы сакцентировать ваше внимание, ребята, на то, что природные условия, социальный фактор, исторический фактор,
особенности Абхазии, они наложили определенный отпечаток и накладывают сейчас на возможности регулирования землепользования и землевладения. Про природные условия – это сложный рельеф, где 3/4 территории занимают горы, предгорья и большая протяженность категории прибрежные земли и субтропический климат. Социальный фактор – это в Абхазии то, что преимущественно теневое перераспределение земель и недвижимости на сегодняшний день. И исторический фактор – это определение суверенитета страны в результате победы народа Абхазии в Отечественной войне. И как этот фактор сыграл, это мы тоже знаем. Большая часть земельных участков и объектов недвижимости, она по факту документально не оформлена, но в то же время фактически принадлежит тем или иным лицам, которые получили определенное право после окончания войны, и этот огромный массив в неучтенном виде, в таком вот неоформленном до конца виде висит, как говорится, такой серьезная проблема для решения вопроса землевладения и землепользования. Попытка решения этого вопроса предпринималась в Абхазии в середине десятых годов, когда были составлены два проекта закона. Проект «Концепция кадастра недвижимости» и проект закона по кадастру недвижимости. Это был 2016 год, на это были выделены деньги, проекты были разработаны, предложения были составлены, но потом, так сказать, успешно забыты. Но произошло это, по моему мнению, из-за того, что в этой концепции содержалось требование ревизии объектов недвижимости или распределения объектов недвижимости в Абхазии и для их кадастрового учета пересмотр и ревизия вот этих вот земельных участков и объектов недвижимости. Мое твердое убеждение, что этого делать не нужно. Коль скоро состоялось уже фактическое распределение объектов недвижимости, земель, квартир, домов и так далее в послевоенный период за эти 30 лет, наверное, лучше и правильнее будет узаконить существующее положение сложившееся по факту, а если будут отдельные спорные моменты, они, конечно, будут, создавать согласительные группы, комиссии и так далее для выработки решений по отдельным спорным моментам. Показатели структуры землевладения и землепользования в Абхазии на 1 января 2023 года. Об этом мы с вами говорили, о распределении земельного фонда как сельскохозяйственные и сельскохозяйственные земли, о сравнении в Абхазии и в Российской Федерации. Это в колонках «Россия факт», «Абхазия факт» и «Абхазия план» здесь представлен. Ну, в Абхазии план здесь вот рекомендации на перспективу целесообразности увеличения продуктивных земель сельскохозяйственного назначения через трансформацию залежных земель и освоение этих земель, перераспределение между пашней и между многолетними насаждениями. И еще один момент, наверное, по моему мнению, коль скоро по факту существует земельный рынок, наверное, в какой-то части или для земель сельскохозяйственных угодий, и сельскохозяйственных угодий для граждан, которые реально уже торгуют этими землями, покупают или продают. Коли запретить это в стране невозможно, то узаконить эту куплю-продажу и определенными нормативами ввести право купли-продажи этих земель, уже юридически это разрешить, но, разумеется, с ограничениями, как и сейчас есть для граждан Абхазии, сохранив это положение. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь вторая часть нашей сегодня темы – это территориальное планирование. То есть регулирование землепользования, землевладения предполагает составление документов на определенную перспективу, которая регулирует использование земель на ближайшие 5, 10, 15 лет. Эти документы называются схема территориального планирования, она может быть страны в целом, планирование районов и схема территориального планирования на уровне отдельных поселений, сельских поселений, городских поселений, это генеральные планы поселений, правила землепользования. К сожалению, из-за отсутствия нормативной базы в Абхазии нет генпланов городов, нет генпланов поселений, поскольку для этого нужно градостроительный кодекс принять, которого нет современного в Абхазии. Нужно внести большие изменения в земельный кодекс. Нужно составить и техническую и нормативную базу для подготовки данных документов. Здесь большое поле для деятельности. Пожалуйста, следующее.
Здесь показаны распределение районов Абхазии, разными цветами выделены, общая территория и распределение территории: горная зона, холмистая зона и низменная. Эти природные факторы, природные условия обязательно нужно учитывать при составлении схем территориального планирования, потому что планирование в горах – это одно, то есть распределение земельных объектов территориальных на перспективу, а планирование равнин совершенно другое, другие подходы, другой инструментарий, хотя принципы общие, одинаковые. Пожалуйста, следующее. Здесь представлена индексация выделения зон при территориальном планировании. Хотел бы обратить ваше внимание, ребята, на все зоны мы сейчас не будем подробно разбирать. Это тема отдельной лекции, займет очень много времени. Зона сельскохозяйственного использования, то есть СХ, то, что обозначено. В документах терпланирования все сельскохозяйственные земли, будь то сельхозугодия внутри населенных пунктов и сельскохозяйственные земли за населенными пунктами, они все объединены в так называемую общую группу сельхозпроизводства, сельхозиспользования. Нет деления по угодьям, что является серьезным недостатком документов территориального планирования, если мы там не обозначаем и не регламентируем, где будет или должна находиться пашня, многолетники, сенокосы, пастбища и так далее, появляется большой соблазн быстрого изменения этих угодий внутри, это полбеды, и большой соблазн передачи этих земель под застройку. И часто проходит нелимитированная, нерегулируемая застройка этих земель, изъятие сельскохозяйственных земель в больших масштабах и передача их под застройку жилую и под застройку промышленную. Это, конечно, против жизни не попрешь, это надо, нужно делать, но это должно быть регулируемо, регламентируемо соответствующими документами, в том числе и схемами территориального планирования. И здесь рекомендации такие: составлять отдельный блок этой схемы для генплана или схемы для населенных пунктов внутри, где есть и сельхоз, и не сельхозземли, и такой же документ параллельно создавать и учреждать, а это не делается, для межселенных земель, присельных земель. И во второй части для этих межселенных присельных земель, где, как правило, большую часть присельных земель занимают сельскохозяйственные угодья, там можно воспользоваться архивными документами землеустройственного проектирования. Они есть в разных организациях, сохранились со времен Советского Союза, когда надо было в директивном плане в обязательном порядке для сельскохозяйственных предприятий создавались проекты землеустройства. Они называются проекты ВХЗ, внутрихозяйственного землеустройства. Так вот, заключая, можно сказать так, переходя к заключению. Говоря о перспективах развития землепользования, землевладения в Абхазии, нужно с учетом социальных, географических и исторических особенностей и с учетом российского опыта составить, принять и утвердить ряд нормативных актов, в какой-то части новых, в какой-то части совершенствовать имеющиеся, я в данном случае имею земельный кодекс, внесением соответствующих изменений, для того, чтобы не только привести действующий норматив сегодняшний к состоянию, к факту сегодняшнего дня, но и для того, чтобы составить такие документы, которые на перспективу, хотя бы на 5-7 лет опережали сегодняшний день и имели запас прочности, чтобы в ближайшие годы это могло работать, могло действовать. Это касается вопросов землевладения, вопросов собственности, на которые мы с вами акцентировали внимание. Это касается и вопросов территориального планирования и распределения земель, обозначения земель. В целом, то, что я хотел вам изложить по сегодняшней проблематике, я изложил, и я хотел бы, чтобы мы сегодняшнюю лекцию завершили таким небольшим обсуждением, обменом мнениями и вопросами, чтобы понять, какие здесь, по вашему усмотрению, по вашему мнению, возможны еще дополнительные инструменты для менее болезненного и более целесообразного реформирования землевладения, землепользования в Абхазии. Говоря о сравнительной характеристике распределения земель по категориям земель в России и Абхазии, то, что мы говорим, это наличие дополнительно 8 категории в Абхазии, прибрежные земли, с точки зрения простоты решения вопросов, это
хорошо или плохо, это удобно или тяжело. То есть наличие прибрежных земель накладывает определенные отпечатки на то, чтобы составить вот эти вот документы. Чем так цены прибрежные земли, и почему, когда мы говорим о категории прибрежные земли, больше всего ломаются копии, больше всего споров? По моему мнению, прозвучит, наверное, так. 8-й пункт «Прибрежные земли» в Абхазии, они, как по моему мнению, усложняют работу районов, глав и администраций. Из-за чего? Прибрежные земли, они также могут относиться к частным домовладениям, ну, так как расположены к прибрежной зоне, да, близко к прибрежной зоне. И многие на сегодняшний день, находясь рядом с прибрежной зоной, они относят эту землю, территорию к своему участку. То есть, как я вас понял, это такие земельные массивы, которые имеют большую ценность, в том числе и денежную, да, и имеют большой спрос и большие, так сказать, запросы на эту землю, и оформление этих земель, ну и второй момент, непосредственно земель сельскохозяйственных мы коснемся. Завен, пожалуйста, давайте с вами поговорим вот этот момент. Сельскохозяйственные земли, мы говорили, залежные земли, как часть сельскохозяйственных земель. Залежные земли могли остаться как наследие от земель бывших колхозов и совхозов, но залежные земли встречаются и в частном секторе, необрабатываемые земли. Вот какое состояние, по вашему мнению, если вы наблюдали в сельском месте этих залежных земель, что сейчас на них происходит, на этих залежах? Вообще, с точки зрения сельхозземледелия, залежи – это то, что на год оставили отдохнуть землю, потом в ближайшее время можно использовать. Так ли в Абхазии или здесь ситуация более сложная с залежами? По вашему вопросу я бы мог сказать так. Я проживаю вот в Сухумском районе, и по наблюдению и сделанными моими выводами получается так, что залежные земли в основном практически не используются во многом, и получается они не соответствуют с теми залежными землями, которые в России. Люди по большей части не пользуются этими землями, но они относятся к их участкам. Это земли долгой консервации, получается, да? И на этих землях, вот мы с вами делились на занятиях на прошлых, говорили, что на этих залежных землях уже и кустарники, где-то и какие-то древовидные растения пошли, которые на трансформацию чего уйдет уже гораздо больше денег и средств при попытке привести в порядок эти земельные участки. Вернемся к 8-му пункту. Мы знаем, что в Абхазии вот прибрежные земли, они есть. Но мне бы хотелось знать, по каким причинам, по вашему мнению, они отсутствуют в Российской Федерации? Физически прибрежные земли в Российской Федерации есть. То есть Черноморское побережье Кавказа, Краснодарский край и так далее, то эти земли прибрежные есть и в севере, и на востоке, и на юге, везде. Но отдельной категории это не выделяется в силу того, что протяженность прибрежных земель Российской Федерации, несмотря на то, что она очень большая, гораздо больше, чем здесь, но отнесение этой протяженности к общей площади земель в России ничтожно. То есть внутри такой огромный массив этих земель в миллионах квадратных километров, что эти земли отдельной категории не выделяются. Для Абхазии прибрежные земли – это большая доля, большая часть от общего массива, и выделение земель имеет большее значение и выделены отдельной категории. Это первая часть ответа. И второе, мы, специалисты по кадастру, по землеустройству, как со священной коровой, как говорится, с этими категориями земель, но категория земель часто обманчива. То есть в одной категории может быть земли разных угодий, разных видов и так далее. Я даже скажу так, была 10 лет назад попытка отменить все категории земель в России, назвать их зонами,
зонирования земель, максимально приблизить к схеме зонирования то, что было вот эти вот квадратики, то, что я показывал в населенных пунктах, а отдельно земли сельхозназначения отвести как отдельные зоны сельскохозяйственных земель, выделив в них особо ценные сельскохозяйственные земли. Этот проект был, дай бог памяти, где-то вот 10 лет назад, очень долго обсуждался, потом встретил широкое сопротивление специалистов, не был принят, был отложен на неопределенную перспективу для того, чтобы сохранилась действующая форма с категориями. Почему? Потому что, несмотря на все свои недостатки, зонирование земель на категории позволяет определенный правовой статус придать или прибрежным землям, будь то Абхазия, или земли сельхозназначения и Абхазия, и Российская Федерация, или особо охраняемым территориями объектов, чтобы сохранить эту земли, предотвратить массовый перевод в другие категории под другие цели. То есть это дополнительный заслон, может быть даже не дополнительный, основной заслон для предотвращения нецелевого использования земель. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю лекцию. Надеюсь, она была интересной и полезной.